Добрый день, дорогие друзья! В рамках онлайн-проекта «Куда пойти учиться» учебное заведение Республики Бурятии в 4-м выпуске поговорим о Институте математики, физики и компьютерных наук. В гостях у нас преподаватель Бурятского государственного университета имени Дрожжи Банзарова Севан Гуруевич Цтыпов. Севан Гуруевич, вам слово. Здравствуйте. Меня уже представили. Я работаю в Бурятском государственном университете. Я заведующий кафедрой информационных безопасности. И, в общем, представляю наш институт. Севан Гуруевич, расскажите, пожалуйста, об Институте математики, физики и компьютерных наук. Так, наш институт, он является кузницей кадров для множества организаций города Улан-Удэ, Республики Бурятия, также Российской Федерации. То есть у нас очень много выпускников, и мы славимся тем, что у нас достаточно высокий процент трудоустройства именно по специальности. То есть, что диплом, он пригодится не просто как диплом о высшем образовании, а это первая ступенька для получения хорошей, высокооплачиваемой, востребованной профессии. А на какие специальности и направления обучает ваш институт? Направлений подготовки у нас достаточно много. Если по IT брать, то есть у нас есть прикладная математика, информатика, направление подготовки, бакалавриата, они все, если перечислять, да? Матообеспечение, администрирование информационных систем, информационные системы и технологии и прикладная информатика. Там разные профили. Сейчас особый интерес у абитуриентов вызывает направление подготовки по информационной безопасности. То есть, потому что безопасников очень не хватает. А можете подробнее рассказать? Чем занимаются безопасники? То есть, они занимаются защитой информации, защитой корпоративных сетей. В современное время это достаточно актуально, поскольку очень много всяких разных недругов есть у нашей страны, которые хотели бы нанести какой-то вред, да, то есть или украсть, либо просто какие-то злоумышленники, да, то есть у нас достаточно много всяких разных аспектов рассматривается. Интерес к нашим выпускникам, то есть хотя мы уже только второй год набираем, уже у работодателей есть. Они уже рассматривают в будущем свои организации как площадку для практик производственных, чтобы наши ребята там практику прошли, и, может быть, если бы им понравится, остались бы работать у них. А сколько бюджетных мест выделено на это направление? В этом году мы пока запросили 60 бюджетных мест только на это направление. То есть, если брать в целом, то есть по IT-направлению у нас достаточно много. И даже если ребята, может быть, допустим, по конкурсу не прошли туда, тут главное поступить куда-то. То есть на одно из соседних направлений, а внутренний перевод, он вполне возможен. То есть горизонтальные движения у нас не запрещены. А на платной основе, если поступать, там сколько в год примерно оплата идет? По суммам я просто не могу сказать сейчас. Конкретно? Нет, приблизительно хотя бы, примерно. Дорогое, но недорогое. В прошлом году было 150, да, допустим? 80. Да, это в год. Да, у нас были скидки. В этом году, к сожалению, у нас скидок не будет. Не только у нас. Не будет скидок вообще везде. То есть по России. То есть это сверху. То есть вузы могут на самом-то деле поднять верхнюю планку, то есть ниже нормативной минимальной стоимости, да, то есть поднять там и оттуда уже делать скидку. Мы же будем идти просто по нижнему ценовому порогу. Какие критерии отбора студентов, абитуриентов? Там баллы, да, какие-то определенные надо пройти, чтобы поступить именно на информационную безопасность? Студентов как они проходят? Здесь все просто, достаточно все просто. Там у нас, получается, после школы ребята сдают ЕГЭ, правильно? По баллам? Да. Набирать там по сумме 3 экзаменов, например, русский, математика, профиль, обязательно профиль, и информатика. То есть, почему я говорю обязательно профиль? Потому что даже в прошлом году, я в приемной комиссии был, ребята проходили целый класс, которые сдали русский язык, информатику неплохо сдали. А математику сдали на 5, но базовую. Им почему-то в школе сказали, что в БГУ можно сдать экзамены.
Экзамен, конечно, можно сдать, но это для определенных категорий. То есть это могут быть дети участников специальной военной операции. Они могут сдавать по внутренне-вступительным, проходить по внутренне-вступительным испытаниям. Это дети-инвалиды. То есть, если ты ребенок-инвалид, то есть ты имеешь право сдавать внутренние вступительные испытания, даже и при наличии соответствующего ЕГЭ. И даже как бы не надо бояться испортить оценку, потому что расчет будет в пользу абитуриентов, то есть лучше из этих двух оценок. Это так. А после среднего учебного заведения тоже могут СПОшники прийти после техникума? У нас достаточно много ребят после среднепрофессионального образования, которые на самом-то деле понимают, что учиться надо, пока ты молодой. Потому что все когда-нибудь к этому приходят. Всем нужно высшее образование. То есть, где бы ты ни работал, в какой-то момент там появляется возможность кадрового роста, понимаете? А для того, чтобы вырасти там немножко в зарплате, в должности, как-то там требуется все-таки высшее образование. Ну вот они, допустим, техникум закончили, у них нет результатов ЕГЭ. У некоторых, многие же после 9-го уходят. Они просто приходят, подают документы и уже внутри сдают. Или им надо будет уже ЕГЭ еще сдавать? Нет, вот этот момент. ЕГЭ тоже можно сдавать, конечно. Но можно просто сдавать внутренние вступительные испытания. Внутренние вступительные, они вот после техникума пришли, просто внутренние вступительные экзамены сдали и также поступили. И поступают они, соответственно, если по этой же специальности, направлению по этой подготовке, на первый курс, да? По закону, да. На самом-то деле, независимо, куда вы поступаете, в какой вуз, на какое направление, то есть вы всегда поступаете, зачисляетесь на первый курс. Да, дальше уже с учетом ваших академических достижений, то есть вот диплом, какие-то предметы изучали в каком-то объеме, то есть они могут засчитаться. Если их будет достаточно, то есть можно это ускорить, так называется. То есть поднять на курсы выше. А то, что не хватает, можно, допустим, досдать. И они потом, получается, приходят, поступили на первый курс, разницу сдали и уже переводятся на второй курс, да? Ну да. Просто в этот момент очень школьников интересует, потому что многие не хотят идти в 10-11 класс, они мне задают такой вопрос. Я говорю, да, конечно, вы можете после техникума поступить на выбранную вами специальность, затем закончить и также получить высшее образование. Спрашивают, а как? Я говорю, смотрите, выбираете вуз, приходите, узнаете и подаете документы. И также там внутри можно сдать. Это частый вопрос, поэтому я и спрашиваю, потому что их это интересует, им это важно. А в какие сроки приходит прием и зачисление абитуриентов? Сроки приема и зачисления абитуриентов, они единые по России. То есть обычно это все начинается 20 июня. Конкретные сроки будут у нас опубликованы на сайте где-то в январе. Сейчас пока они не утверждены. Соответственно, всю информацию можно получить на сайте Бурятского госуниверситета. Можно также, если вдруг какие-то вопросы возникли, всегда можно позвонить по простому короткому телефону 22-77-22. Легко запомнить, невозможно забыть. Звоните. А какие документы нужны при поступлении в институт? Сейчас максимально упрощена процедура поступления. То есть у каждого на самом-то деле, наверное, есть госуслуги. Да. И, соответственно, там есть инструкция простая. Единственное, там надо не перепутать, выбрать правильный вуз. В зависимости от количества набранных баллов надо будет реально прикинуть свои шансы. Потому что некоторые ребята там вообще максимализируются. То есть были такие ребята, которые проходили, которые 5 вузов выбрали, это максимум. И нигде не прошли. Потому что баллов не хватило. И вот они приходили и заключали договор, чтобы учиться у нас. Так получилось, что на бюджет они готовы были ехать далеко-далеко. А если уже на договоре, соответственно, там и цены достаточно высокие. И также проживание, все такое. Не все могут это себе позволить. Приходили к нам. Я говорю, если бы подал бы заявление к нам, ты бы пришел бы на бюджет. То есть баллы-то неплохие были. Но конкурсная ситуация, она такая особенно в центральных вузах, там, где 1000 абитуриентов претендуют на 100, на 200 мест, допустим. И шансы попасть там достаточно такие не стопроцентные.
Все зависит от того, как вот другие абитуриенты там, кто как решит. Потому что творится у других ваших, ну, как получается, соперников, да, на данный момент, что они... Кто-то хочет в МГУ, кто-то там куда-то там, кто-то в Новосибирск, кто-то в Томск, да, то есть они выбрали 5 вузов по всей России и сидят, думают, да, то есть а в госуслугах они просто поставят галочку, выберут вуз и согласен на зачисление в тот вуз, который им нужен, да. В чем плюс еще с прошлого года, то есть если раньше надо было конкретное направление выбирать, то есть они могут выбрать вуз и в этом вузе выбрать 5 направлений подготовки, да, по приоритетам 1, 2, 3, 4, 5. То есть, если по первому не прошел, то есть он автоматически участвует в конкурсе по второму, по третьему, по четвертому, по пятому. Если нигде не прошел, ну, тогда убой. Для наших ребят мы всегда открыты, то есть, как бы у нас приемная комиссия такая, приемная комиссия с человеческим лицом, да, где всегда всех встретят, все со всеми поговорят, то есть, как бы я готов проконсультировать именно айтишников по шансам поступления в зависимости от количества их набранных баллов, от зависимости от конкурсной ситуации. То есть, насколько вероятно поступление их на бюджет к нам, допустим, или в какой-то другой вуз. Как-то так. А за что вуз может еще начислить дополнительные баллы? Дополнительные баллы начисляются... Волонтерство входит? Да, там в зависимости... Каждый вуз, он свои... В правилах приема указывают, сколько баллов он может за то или иное достижение начислить. Допускается до плюс 10. Это сумма баллов. То есть, ну, допустим, ты ГТО, допустим, серебряный, золотой значок, да, участие в олимпиадах, да, каких-то там призовые места. Это медалисты, допустим, или диплом СПО с отличием. То есть, это тоже там до 10. Но они там не... Так, чтобы они все, это максимум 10 баллов. Допустим, если у тебя ГТО золотая, да, допустим, золотой значок, и, допустим, диплом отличием СПО. Ну, диплом с отличием СПО уже дает максимально 10 баллов, то есть, и, соответственно, дальше уже следующее не прибавляется. А есть ли льготы для участников Олимпиад и других соревнований? Для участников, да. Особенно для перечневых Олимпиад, то есть те, которые вот входят в перечень Олимпиад утвержденных свыше. То есть там у них как бы есть такой вот победители Олимпиад, у них по профильному предмету можно просто получить 100 баллов. То есть, ну, там, правда, надо будет там по ЕГЭ сдать по этому предмету на не меньше, чем на 75 баллов. Ну, вот так вот. У нас были такие случаи, то есть, как бы и в прошлом году там ребята поступали, там целых 5 человек. Да, плюс там дополнительная поддержка идет, кстати, там для ребят, которые поступают на территории ДВФ, Дальневосточного федерального округа. То есть, если 100-бальники там есть, то, соответственно, у них там что? Повышенная стипендия будет. Вот если студент уже на первом курсе, он понял, что выбрал не то направление с другого вуза, да, он может же спокойно в БГУ перевестись, допустим, на вашу специальность направления подготовки? Ну да. Как это осуществляется? Просто многие, меня тоже там ребята спрашивают, то есть бывает там они куда-то уезжают в далекие края, потом по разным причинам там дома хорошо, допустим, там соскучились по родителям, там, или там думали, что в общежитии это как в этом сериале «Универ» будет, там, что будет как-то так вот весело и интересно, оказывается, что-то там суровый быт и все такое, там самому надо еду готовить и какие-то такие-то вещи, ну, разные моменты бывают, вот, и они как бы стремятся вернуться, да, то есть переводятся. Как это осуществляется? Для того, чтобы перевестись, там уже нужно будет хоть что-то сдать. Для того, чтобы можно было получить академическую справку об успеваемости. То есть, там, где будет указано, какие предметы были сданы, ну, хотя бы один там какой-то предмет, и дальше переводиться. Дальше мы в зависимости от того, если, допустим, человек старший курсы, да, второй, третий курс, то есть мы в зависимости, какие предметы, какие он изучал в своем университете, мы можем предложить различные направления, чтобы поменьше было ему сдавать, чтобы было максимально схожее по этим. Ну, хотя были ребята, которые переводили совершенно с других. У меня вот ученик был
мой ученик, который с медицинского, ну, правда, с БГУ, но тоже совершенно другой профиль, там, медик, 3 года отучился, и внезапно захотел стать айтишником. Сейчас работает системным администратором в одной из организаций города Улан-Удэ. Вполне доволен жизнью. Не жалею, говорит. А какие сроки проведения темы внутренних испытаний, экзаменов предусмотрены для абитуриентов, вот выпускников как раз-таки колледжей и абитуриенты, которые уже имеют высшее образование? У нас испытания обычно проходят летом. Ну, то есть, когда приемная комиссия, кампания началась, вот, какой-то период мы еще как бы принимаем заявление. В прошлом году, допустим, это был срок 15 июля. То есть 15 июля у нас стартовали уже экзамены вступительные. Русский язык, там, информационные технологии профессиональной деятельности, элементы высшей математики, да, они как бы на самом-то деле, то есть, пугают, да, то есть, они кажется, что это мега сложно просто по названию. Но у нас есть бесплатные курсы, кстати, то есть консультации. То есть абитуриенты могут обратиться, прийти, задать вопросы. Программа вступительных испытаний у нас есть на сайте в разделе для абитуриентов. То есть можно посмотреть, какие темы надо знать. Хорошо. А какие кружки и секции студент может посетить во внеурочное время? Кружки и секции спортивные? Ну, вообще, какие у нас есть в БГУ? У нас достаточно много всего интересного. Во-первых, то есть по БГУ, допустим, по спортивным секциям, то есть это футбол, баскетбол, волейбол, там даже новомодный фиджитал спорт, то есть там, где игр, и сначала как бы часть проходит, допустим, соревнования на PlayStation, допустим, ну, у нас фиджитал спорт, фиджитал футбол сейчас очень мощно развивается, там целый турнир проводился, интересно, да, то есть много межфакультетских. Вот, там ребята сначала на PlayStation играли, как называется, фифу, и потом уже как бы после первого тайма там, получается, вот счет замораживался, и шли уже на реальное футбольное поле, и с этого счета доигрывали, как бы это было очень интересно, как бы там порой там были мощные камбэки с дикого отставания. Ну, как бы это интересно. По другим, да, допустим, у нас на факультете есть различные лаборатории. То есть это более серьезные вещи, где ребята могут и по науке, или, допустим, по своим профессиональным качествам, ну, по скиллам. Допустим, лаборатория сетевых технологий. То есть там учат админов, то есть дополнительно ребята. То есть они вот учились, во второй половине дня они уже полностью занимаются как бы администрированием. Есть серверное, есть там активное, пассивное сетевое оборудование, там всякие разные вещи. Вот. Полностью все оснащено, то есть там ребята занимаются администрированием нашей локальной вычислительной сети. Работают по заявкам, ну, тех же преподавателей на кафедрах, что-то случилось, там принтер не печатает, еще что-то там, проблемы с сетью, да, то есть они приходят, что-то делают. И, соответственно, уже когда они заканчивают, уже получают диплом, они владеют не только вот какими-то теоретическими знаниями, то есть они уверенно владеют уже практическими такими вещами и, соответственно, могут легко проходить собеседование любого уровня. То есть у нас вот несколько ребят, да, допустим, вот в этом году, если выпускников смотреть прикладной информатики, то есть больше половины группы устроились в ведущей компании республики и Российской Федерации. По коду безопасности, допустим, есть инженером по продукту устроился один у нас выпускник. Дальше есть Green Atom, то есть организация, которая занимается вот именно поддержкой всех вот этих атомных электростанций по всей стране. Девочка там 1С аналитиком работает. Только что человек, он без практического опыта пошел и успешно проходит всякие разные собеседования и устраивается на работу. И довольны жизнью. А каким студентам предоставляется место в общежитии? Всем или только иногородним? Ну, в первую очередь, конечно, иногородним, потому что у нас студентов много. Общежитие мы ждем. У нас будут новые общежития, там 5 новых общежитий, но это будет, когда у нас будет достроен кампус. Это будет кампус мирового уровня, там все будет
мега современно, будет очень круто. Ну, до этого надо дожить. Но в первую очередь получается, как ребята, которые из других регионов, также из районов Республики Бурятия. Также предоставляется место в общежитии там ребятам, которые, по разным причинам, допустим, городской, Далеко живут? может быть, далеко. У некоторых ребят были, я в свое время тоже занимался вот этими вещами, был замдеканом по воспитательной работе, то есть я занимался расселением, да, то есть были случаи, когда ребята приходили и говорили, что вот однокомнатная квартира, там брат еще со своей семьей живет, там, и у них там еще 5 детей, там, маленькие, бегают там туда-сюда, то есть, условий для того, чтобы заниматься мало, то есть, и как-то не очень, да, и, собственно, мы там тоже шли навстречу, и человек устроился, заселился в общежитие, жил, отучился. А где студенты чаще проходят производственную практику? Производственная практика в основном на предприятиях-партнерах. То есть, в зависимости от того, где требуются люди. Вот, допустим, в прошлом году у нас компания БИН. То есть, они, да, даже вложились, они инвестировали, они создали свою лабораторию, там, компьютеры, там, взяли нескольких ребят старшего курса, да, то есть, они им дали конкретное задание. Вот именно под их профиль. И, соответственно, целый год ребята там как раз, не то, что производственная практика там в том числе, да, то есть они целый год этим делом занимались, и уже они уже были трудоустроены, можно так сказать. Они получили уже готовых специалистов под их профиль, под их задачи. Не так, что человек пришел, ему надо еще там долго-долго учиться чему-то новому, да, то есть какой-то специфики, там какой-то, у каждого предприятия свои же какие-то специфические могут быть моменты. А так у нас в зависимости от желания наших работодателей. То есть они говорят, вот мы хотим там 2 человека, там 3 человека, там вот именно по этому профилю. Нам нужны, допустим, разработчики, или, допустим, какой-то аналитик, допустим, или 1С-программист, или, я не знаю, там еще безопасник, да? Под разные задачи, то есть мы уже конкретно своих ребят стараемся вот именно как раз погружать вот в среду, чтобы они там получили реально там пользу и опыт. А практика с какого курса начинается? Практика у нас начинается, первая практика у нас с 3-го курса начинается. И их сколько всего практик? Есть производственные, есть учебные практики, есть преддипломные практики, да. Здесь мы стараемся под наших работодателей, когда им удобно, когда это самое, то есть вот мы достаточно такого гибко можем регулировать вот эти моменты. А производственная практика, она сколько длится? Месяц, да? Где-то месяц. Месяц. И как институт помогает выпускникам с трудоустройством, помимо того, что они на базе практики выходят, еще как-то на центр занятости населения их или как на сайтах? На самом-то деле... Как вы еще помогаете, осуществляете помощь? На самом-то деле здесь у нас наши выпускники в большинстве своем не нуждаются в помощи в трудоустройстве. Сами работодатели приходят и ищут. Давайте к нам, все такое. То есть, да, я понимаю, проблема сейчас какого плана. То есть у нас много выпускников, которые просто уезжают за пределы региона. Да, потому что, так же ребята хотят сразу получать хорошо и много. Есть ребята, которые и здесь работают, которые и здесь также, на самом деле, даже на территории Бурятии можно хорошо зарабатывать. Есть различные компании, где зарплаты там от 100 тысяч начинаются. Там, да, действительно нужно иметь достаточно высокие скиллы для того, чтобы пройти конкурсный отбор. Мы работаем с работодателями в первую очередь, напрямую. Чаще всего именно работодатели обращаются к нам. Они говорят, что нам нужен вот такой-то там человек, у него должны быть такие-то вот эти самые скиллы, навыки, умения. Мы контактов со своими ребятами не теряем, то есть они у нас всегда на связи. Большинство из них знаем, кто где работает. И дальше, если кто-то вдруг в данное время ищет работу,
То есть он может как бы воспользоваться вот этим и позвонить, связаться, устроиться. А когда у вас проходит день открытых дверей? Вот именно у вас в ВГУ, на вашей кафедре, на вашей специальности, чтобы когда прийти, пообщаться. Ну, день открытых дверей у нас обычно... Общий, да, он идет? Да, общий, БГУшный бывает. Бывает, он обычно у нас весной бывает. Могут быть это самые дни открытых дверей и для факультета. У нас достаточно много всяких разных профориентационных мероприятий для школьников. Малый физмат, допустим, где ребята именно учат тому, что математика на самом-то деле это интересно, это легко, это не страшно. Математика это круто. Или умные каникулы бывают. Я просто читала, что есть умные каникулы. Да, то есть на каникулах, да, можно подойти там как бы... Это предварительная договоренность, это класс должен, да, или может один человек подойти? Да там самостоятельно можно. Если у вас в классе все, допустим, гуманитарии, им как бы они не хотят стать программистами, и из-за этого там несколько человек не должны попадать, что ли. Нет. Здесь как бы просто там можно записаться самостоятельно и пойти. Там достаточно много ребят приходит. А какие курсы повышения квалификации возможно пройти? Курсы повышения квалификации можно пройти. У нас есть институт непрерывного образования. Если вы как бы имеете какое-то образование и хотите еще усилить, можно непосредственно обратиться туда. В будущем мы как раз планируем именно по нашим профилям, то есть по айтишным, по сисадминству, по информационной безопасности, да, по программистским там каким-то вещам, там веб-разработка, еще какие-то вещи, да, то есть, ну, это пока так в планах, причем как бы ближайших. Вот еще такой вопрос интересует. Вот, допустим, студент поступил, учится там на втором курсе, он хочет еще здесь же, на вашей кафедре, ну, в вашем направлении, в вашем институте еще поступить на одно направление. Это возможно такое? На самом-то деле можно хоть на 10 направлений, да. Там, видите, второе образование, оно будет уже платное, да. Вроде бы как по закону одно образование мы можем получить бесплатно на бюджетной основе. Но, смотрите, были ребята, которые, вот, допустим, первое образование они получили за деньги. Ну, то есть, да, то есть по договору, да, то есть, а потом они пришли, я же тогда учился по договору, теперь я хочу бюджетно поступить на программиста, да, то есть я понял, что там так как бы профессия немножко не моя. Сейчас же модно быть программистом, это же классно. Вот, и я теперь хочу стать программистом, научиться там писать программы, зарабатывать много денег и сидеть дома работать. Но вынужден был его огорчить, потому что там, если у вас уже есть такой уровень образования, то второе образование, оно всегда будет платным. Ну, там просто в дипломе не написано. Платно ты учился, платно учился. Просто диплом государственного образца, и все. Еще школьники такой вопрос иногда задают. По стипендии. Они почему-то интересуются, какая стипендия. Те, кто обучается на бюджете. Вполне нормальный вопрос. Вопросы, они разные бывают. От родителей одни вопросы, а родители одним интересуются. Да, кем будет, как это само вообще нужно, не нужно, там, насколько это востребовано, да, то есть, а детям им, вот студентам, да, то есть сейчас обидят, скажут, что почему дети, они же уже взрослые, да, им 17 лет. Их интересуют более такие прозаические вещи, да, сколько стипендий. То есть 25 числа каждого месяца. То есть, ну, стипендия все зависит от стипендиального фонда, все такое. То есть, вот сейчас, вот, допустим, наши студенты академическую стипендию около 8 тысяч получают. И есть еще социальные стипендии для нуждающихся. То есть, это получается еще сверху, да? А если там на первых 2 курсах у тебя есть академическая и социальная, то есть, получается, еще сверху добавляется повышенная социальная стипендия, которая, ну, в итоге все в сумме там около 18 тысяч. То есть, это нормально, да? Можно как бы это самое себе что-нибудь позволить. Также у нас в нашем институте предусмотрены повышенные стипендии для ребят, которые поступают к нам с хорошими баллами ЕГЭ. Если получил больше 200 баллов по сумме 3 ЕГЭ, то есть у нас сверху дополнительная стипендия
дополнительно еще 10 тысяч. У вас же еще, по-моему, стипендии активисты получают, да? Везде участвуют, они собирают антипортфолио. Ну да, да, это везде есть. Во всех вузах тоже. У нас вот тоже есть есть и общественная стипендия, и научная стипендия, спортивная стипендия. То есть это за достижения в различных областях. Помимо того, что ты так хорошо учишься и нормально зарабатываешь, можно сказать, да? То есть имеешь свой отдельный кошелек, независимо от родителей, можешь позволить себе приобрести что-то, не спрашивая мнения родителей, то здесь сверху дополнительные за ваши активности еще приходят. Достаточно неплохие, сверху 20 тысяч, это, я думаю, вполне. Вот так вот по кирпичикам можно неплохо зарабатывать. Все сложить. Да. У вас много кто из студентов получает повышенную стипендию? Вот у вас на факультете учится? Ну да, так у нас человек 10. У нас в основном ребята получают повышенную учебную стипендию. У нас всегда они получали. Ну, потому что у нас есть достижения. То есть, допустим, наши программисты, ребята, которые, понятно, они топ-1 в регионе, лучшие, они также участвуют в чемпионате мира по спортивному программированию. Вот. И 2 команды в этом году вышли в полуфинал. А это мощное достижение. Мы в финале Северо-Восточной Евразии диплом 3-й степени привозили позапрошлом году. Это так вот. То есть это такие вот вещи. Не просто что ты хорошо учишься, все такое. У нас просто хорошо учащихся достаточно много. У них между ними конкурс еще. Активисты, кто активно где участвует? Активно это отдельно, это общественные, всякие волонтерские движения, да, студенческое самоуправление, допустим, в Бурятском госуниверситете, это, наверное, самое такое мощное, то есть это центр кипения всей студенческой жизни вообще в республике, потому что во многих всяких разных мероприятиях именно БГУ организовывают. Это Федерация студенческого самоуправления, которая на самом-то деле имеет достаточно такой весомый голос в принятии различного рода решений в самом университете. А какие у вас волонтерские движения есть? Сколько у вас? Ну, там достаточно много, на самом-то деле. Там и медики у нас есть, и такие просто какие-то такие фонды помощи. И с СВО там тоже связано, с сети и прочие вещи. То есть и сбор различных этих помощи. Вот у них в день сколько пар бывает? Самое много. Самое много? Ну, самое много, что сколько? Ну, самое много это 4 пары. У нас учиться сложно. То есть вот это минус. Я не скрываю, когда ко мне приходят абитуриенты, разговариваем, да, мы с ними, я не скрываю, да, действительно, у нас учиться сложнее. Сложнее, чем где-либо в других, в соседних этих самых вузах, даже на тех же направлениях, да. То есть у нас достаточно высокие требования, но с другой стороны, это результат, я думаю, того стоит. То есть, на самом-то деле, получают реально такие какие-то моменты. У нас ребята даже по субботам учатся. Почему? Потому что у нас ряд преподавателей, которые работающие айтишники. Это действующие айтишники, которые где-то на предприятиях работают. Это работодатели, на самом-то деле, некоторые даже, которые вот из этих же ребят, которые сидят на паре, он потом подбирает себе будущих к себе в отдел сотрудников. Это начальники IT-отделов, начальники этих самых, или сами директора IT-фирм. И я думаю, что это нормально. То, как недействующий айтишник может рассказать, научить тому, что вот именно сейчас нужно. Потому что, наша отрасль достаточно такая, быстро развивающаяся. Какие-то вещи быстро устаревают. То есть вот сейчас вот это в тренде, все такие, и на следующий год, оказывается, это не особо никому не нужно, да, то есть сейчас надо что-то совершенно другое. И это неоднократно встречалось. Сван Гуревич, спасибо вам за беседу. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. До новых встреч. Спасибо. До свидания.